Вы смотрите travel-шоу «Терка». В каждом выпуске два человека из соседних регионов меняются местами, и мы вместе с ними пытаемся выяснить, в чем кардинальное различие или же сходство этих городов. Привет, меня зовут Ваня Мещихин, а вы смотрите шоу «Терка». И сегодня мы приехали в Архангельск и в Мурманск. В каждом городе мы проведем по 2 дня и попытаемся выяснить, куда необходимо сходить, где поесть и что обязательно стоит увидеть. Ну а сейчас самое время познакомиться с нашими героями. Изначально идея сравнить Архангельск и Мурманск нам очень понравилась. Но оказалось, что добраться из одного города в другой не так-то просто. И сделать это можно только при помощи самолета, причем с пересадкой, как и сделала Лера. Она прилетела в Архангельск из Мурманска. Там она работает фармацевтом и даже создала проект «Аптека Шеринг». А также Лера состоит в феминистской группе «Костер». А это Ася. Она добралась в Мурманск из Архангельска. Ася учится в 11 классе, но на домашнем обучении. Она работает СММ-специалисткой в региональном экологическом движении 42. И так же, как Лера, является климатической и экоактивисткой. Я летела на самом неэкологичном транспорте, на самолете через Санкт-Петербург. У меня, когда в прошлый раз я сюда прилетала, у меня было чувство, что намного меньше это времени занимало. Но, возможно, был прямой рейс тогда у тебя? Или ты тоже через Питер летел? Всегда через Петербург лететь. Лер, как тебе набережная, вот по которой мы прошлись? Мне кажется, очень красиво. Мы еще не прошли ее всю до конца, потому что она очень длинная. Такой набережной у нас нет. У нас такая маленькая, малюсенькая. Но первое, что я заметила, это, конечно же, Двина огромная и высокие деревья. Да, это здорово. И вот, мне кажется, доступ того, что любой житель Архангельска и гость, естественно, может выйти на набережную и просто вот пойти на пляж в Северную Двину и не замерзнуть. Это вообще, мне кажется, уникальный случай. Нам повезло и очень удобно, что есть такая большая набережная. Чтобы увидеть весь Мурманск, достаточно подняться к гости к Алёше. Алёшей местные жители назвали памятник защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Отсюда действительно видно практически весь город. Ну что, Ась, какие впечатления у тебя первые от Мурманска, какие первые впечатления от того, что мы прошлись немного по городу и вот сейчас оказались здесь, где видно практически весь город? Ну, сразу видно Мурманск в стиле индастриал. Очень нестабильно, потому что прошло облако, поморосил дождь, потом вышло солнце, потом опять облако с дождем посильнее. И вообще не представляю, как люди ориентируются, что им одевать сегодня. Для путешествия в Мурманск, даже как мы, если вы решили отправиться летом, будьте готовы ко всему. Наше путешествие проходило в середине августа, и Мурманск встретил нас градом, ураганным ветром и цифрой 5 на термометре. Признаться честно, к такому меня жизнь не готовила. Ураганный ветер и ливень закончились сразу же, как только я купил себе теплую шапку с надписью «Север, родина смелых». Алло, Ванечка, ты сейчас умрешь, в Архангельске плюс 22. Мы добрались до главной пешеходной улицы Архангельска. Это проспект Чумбарова-Лучинского, или, как его называют местные жители, Чумбаровка, или просто Чумба. Как тебе здания вокруг? В Мурманске такого, конечно, нет. Мне очень нравится, когда такие вот старые здания среди современного города.
Очень интересно смотрится. В 1980 году решили, можно сказать, законсервировать улицу и показать на ней все архитектурные стили. На Чумбаровке можно найти не только красивые дома, но и множество скульптур и памятников. А есть ли что-то подобное в Мурманске? Да. Аллея Сердец, вроде так она называется. Театральный бульвар, Рябиновая аллея тоже красивая. Ну а мы тем временем добрались до центральной площади города, площади 5 углов. Мы в самом центре практически отошли совсем недалеко от площади 5 углов. Сразу видно, что неумелые градостроители здесь, и они как будто бы изо всей силы пытаются сделать общественные пространства, но как-то не очень получается. Я ставлю большой лайк побеленным деревьям. Это очень круто. Это круто? Конечно. Как тебе раздельный сбор мусора? Ну, я знаю, что здесь построили технопарк в 2018 году. Но он наподобие того, что хотели построить на ШИИСе. Вот. И там вручную сортируют вообще все отходы. То есть в Мурманске смешанный мусор, и там вручную люди сортируют. И мне кажется, они не больше 1% извлекают вторсырья. И, наверное, эти баки. Там внутри нет вторсырья. Ну а центральная площадь Ленина в Архангельске тоже напоминает необычную геометрическую фигуру. «82-метровая свечка», так это здание называют местные жители, была построена здесь в 1984 году и посвящена 400-летию Архангельска. У нас есть блиц, это несколько коротких вопросов, варианты ответа на которых всего два. Собственно, либо Архангельск, либо Мурманск. И, собственно, шанс ответить правильно примерно 50 на 50, даже если ты не знаешь ответа заранее. Как ты думаешь, в каком городе был впервые поднят известный сейчас каждому жителю России триколор флаг? Пускай будет Архангельск. Ну, в Архангельске, наверное. Пускай будет Архангельск. Тем более, это правильный ответ. Российский триколор был впервые поднят в 1694 году на первом морском судне, построенной на верфи в Архангельске. И это судно называлось «Святой Павел». Жителей какого города изначально называли «Люди Севера»? Это ты о том, что в Мурманске не живут люди? Поэтому в Архангельске? Почему в Мурманске не живут люди? Нет, Вот я просто хотела захейтить. Ну, я думаю, Мурманск. А знаешь почему? Потому что они севернее живут. Не знаю. Изначально было слово «мурманы», как раз так говорили про норманов, то есть про людей севера. И те, кто жили здесь, они были мурманы, а сейчас они мурманчане. Вот, так что это переводится как «люди севера». Как ты думаешь, где можно наблюдать северное сияние? Везде. В смысле, что за вопрос? Везде можно увидеть. В Архангельске тоже есть северное сияние. Это правильный ответ. Это был вопрос с подвохом. Ты с ним отлично справилась. И в Мурманске, и в Архангельске можно увидеть северное сияние. Ты видела северное сияние Конечно. своими глазами? Да. Ты что-то делала специально для этого? Или оно просто вот... Просто идешь домой с Идёшь- работы и видишь северное сияние, да. Серьезно? Прямо над городом? Да. К сожалению, увидеть северное сияние в августе практически нереально. Оно начинает появляться примерно с середины сентября. Зато мы решили посмотреть на нечто даже более впечатляющее.
Если вы все успели посмотреть в Мурманске или решили для себя, что смотреть там особо нечего, вы можете отправиться в Териберку и увидеть Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Териберка – это небольшой рыбацкий поселок примерно на 1000 жителей, который стал известен всему миру после фильма «Левиафан», который снимался прямо здесь. Добраться сюда, а главное выбраться отсюда, можно 3 способами. Первое – это автобус, но идет он достаточно долго и расписание не самое удобное. Второе – на личном автомобиле, если вы уверены, что он выдержит бездорожье. И третье – это экскурсионные группы или персональные гиды, которых в Мурманске достаточно много. И мы как раз выбрали 3-й вариант, и нам помог Вячеслав и его верный Ларгус. Изначально мы хотели арендовать машину в Мурманске, но когда говорили, куда собираемся поехать, цена вырастала в 2 раза. Поэтому с Вячеславом, который провел нам экскурсию по Териберке, и его Ларгусом нам очень повезло. На самом въезде в Териберку вас встретит кладбище. Но не просто кладбище, а кладбище кораблей. Местный ландшафт напоминает места, которые до этого я видел только на экране, во «Властелине колец» или «Игре престолов». Масштаб и красота природы просто завораживают. Ну, вообще такие пейзажи, они абсолютно не ассоциируются с Россией. То есть большинство в уме, когда говоришь Россия, это какие-то поля, церкви. А тут ты приезжаешь в Мурманск, и здесь вот такой вот. Да, и ты понимаешь, что, мне кажется, можно потратить всю жизнь, исследуя отдельные уголки России, и понять, что в России вообще-то есть все. Кстати, по поводу фэнтези и Игры престолов. Именно здесь, на побережье, находится самая крупная кладка драконьих яиц на планете Земля. Правда, местные жители утверждают, что это никакие не драконьи яйца, а обычные камни, но мы же им не верим, правда? Раз уж мы уехали в Териберку из Мурманска, то решили, что будет честно скататься до моря и в Архангельской области. Итак, мы оказались на острове Ягры в Северодвинске, на берегу Двинской губы. Очень захотелось тут искупаться, но это оказалось не так-то просто. Разместившись на борту небольшого катера, мы отправились покорять северные волны. Виды, открывавшиеся с большой воды, нас невероятно впечатлили. И после часа скачек по волнам мы наконец-то увидели то, что искали. Ну что, Ась, какие у тебя впечатления от одного дня в Териберке? Мне очень сложно вообще выражать эмоции всегда, но дельфины это просто
Вот так вот. Я до последнего не верила, что мы их встретим. И, как всегда, когда, мне кажется, все уже отчаялись, и мы плывем назад, и вот они такие выпрыгивают. И сначала один, два, потом целый косяк. Сюда стоит приехать, мне кажется, на несколько дней минимум, может быть, на неделю, чтобы спокойно изучить сам поселок, изучить скалы, изучить водопады, до которых мы, к сожалению, не добрались. Мне кажется, однозначно нужно сюда приехать. И вот если бы не было бы таких проблем с трансфером, то, что машину сложно достать, и автобус вообще по какому-то супер странному расписанию ездит, то было бы намного лучше. Ну, я когда ехала в Архангельск, я не думала, что я вообще смогу искупаться. Я думала, что я буду ходить в кофте, в джинсах. Как тебе двинская губа, в которую мы окунулись? Она очень теплая. Я недавно купалась в Мурманске. В Мурманске очень холодная вода. Северные люди, мне не показалось, если честно, очень теплым. Даже просто теплым я бы не назвал. Ну и здесь, конечно, Ягры действительно звучит практически как Гагры. Главное не перепутать. Скажу честно, в Северодвинске нас интересовал конкретно остров Ягры и выход к морю. Про сам Северодвинск можно очень много рассказать и сделать отдельный выпуск терки. Если вам нравится эта идея, напишите в комментах и поставьте лайк. Ну а мы движемся дальше. Наконец-то мы добрались до еды после всех наших приключений, мытарств. Мы оказались в кофейне Дир Хлеб. Мы спрятались от внезапной архангельской жары по совету Аси, потому что Ася сказала, что в Архангельске пекут самый вкусный хлеб в России, а возможно и в мире. Мы оказались в заведении под названием Тундра. Его рекомендуют практически все местные жители, с кем мы пересекались. Если честно, в такую жару плотно кушать совсем не хочется, поэтому мы решили немного перекусить и потестировать местную выпечку. Ася, расскажи, пожалуйста, что ты заказала и почему? Ну, это картошка с грибами, так как я веганка, то есть я не ем продуктов животного происхождения, потому что их производство сильно влияет на изменение климата, от которого страдает каждый из нас. Возможно, вы об этом не задумываетесь, но вы страдаете. Лера, что ты себе заказала? Слойку с малиной. Она выглядит как сюрикен ниндзя. Просто в рот, и ты сытый на весь день. А я решил попробовать местную достопримечательность, местную фишку заведения. Нечто под названием шушик. Это булочка, как я понимаю, с заварным кремом. Ты нормально же относишься к тому, что рядом с тобой едят другую еду? Да. Я решил попробовать местное блюдо, которое порекомендовали уже здесь. Это ростбиф из оленя. Слойки просто супер вкусное тесто. Если это дер-хлеб, то это das ist fantastisch. Грибы, короче, со вкусом грибов, но картошка какая-то странная. Чувствуется, что ее либо очень далеко как будто везли, либо она какая-то местная, и поэтому у нее такой вкус плохой картошки, в общем. Возможно, кому-то это покажется слишком сладко, но по мне, вот крем, который внутри, лучший заварной крем, который я пробовал. А для меня это лучшая слойка из всех, что я когда-либо пробовала. Несмотря на то, что здесь очень много творога, она все равно очень сочная. Но еще, кстати, тут очень много масла. Прям вот видно, оно сочится отовсюду. И нет никакого соуса. Действительно очень много масла, и масло здесь действительно везде. В Мурманске, видимо, очень любят масло. Это, наверное, типа из-за того, что не холодно, им нужно много калорий, чтобы пережить этот мороз. И они масло бахают везде. Что могу сказать по поводу оленины? Это похоже на, как нам объяснили, из-за того, что очень много железа в этом мясе, в лосе. Это похоже на печенку на максималках. Достаточно необычно. Без преувеличений, друзья. Вот мы в каждом выпуске вам честно говорили о вкусовых свойствах блюд, которые мы пробовали. И вот это очень вкусно. Ну что, подводим итог нашей трапезы в тундре. Можешь выбрать свою любую шкалу. 10 шушиков из 10. Я поставлю этой картошке 5 картошек из маков. Надеюсь, ты заметил, что в каждом городе мы старались найти какое-то
местное заведение, которое бы отличалось просто от больших сетевых, которые можно найти во многих городах. И иногда вот такие места небольшие намного лучше, круче, чем какие-то дорогие пафосные рестораны. Я Итак, считаю, что это неоправданная популярность. Потому что, да, есть места и получше, в том же Архангельске. Это точно. ну, людям из Мурманска вряд ли удастся слетать на обед в Архангельск. Что тебе больше всего понравилось в Архангельске за эти 2 дня? Мне понравилась Северная Двина, большая река. Ну, наверное, поездка в Териберку. Очень понравились люди. Когда идешь и гуляешь по улице, видно, как много счастливых людей на улицах. Мне кажется, в Мурманске люди немного похмурее, что ли. Мурманск, наверное, это не тот город, в который ты целенаправленно ездишь, а это как некий перевалочный пункт, откуда ты можешь поехать в область, которая очень красивая. Там, например, с той же Териберкой, куда мы ездили вчера. Что не понравилось? Таксисты Яндекс Такси. Тут дикий реально. Тут такое движение в городе, холмы, дороги. Ну, на самом деле, я думала, что будет во время поездки больше минусов. Так, единственный минус – это старые разрушенные дома, где выбиты стекла, но их совсем мало по сравнению со всем остальным. Когда передвигаетесь пешком или на велосипеде, здесь можно снять на прокат велосипед. И еще троллейбус тут. Плюс, мне кажется, общественный транспорт здесь действительно является спасением из-за большого разброса в рельефе. Мне кажется, сложно совсем передвигаться по городу только пешком. Если бы ты могла из Архангельска забрать что-то себе в Мурманск, может, что-то абстрактное, может, что-то конкретное, какое-то понятие, что бы это было? Высокие деревья и Северная Двина. Они меня так сильно впечатлили. Я приехала из берез по колено, так что... Ну, в общем, мы прогуливались, можно сказать, по центральным улицам города, и очень много было домов, выкрашенных в разные достаточно приятные цвета, нейтральные. Мне бы хотелось, чтобы Архангельск, возможно, играл более разнообразными красками, потому что, ну, типа для нас знакома проблема одноцветных серых многоэтажек. Хватило ли тебе вот 2 дней, чтобы посмотреть город? Как ты думаешь, много ли мы не успели за 2 дня? Я думаю, что есть тут еще что посмотреть. Я хотела бы сюда еще приехать сама. Это была терка из Архангельска и Мурманска, и здесь заканчивается наш первый полноценный сезон. Если вы окажетесь в одном из этих городов, обязательно напишите либо Асе, либо Лере, они вам что-то подскажут, покажут, вместе с вами прогуляются по этим 2 замечательным городам. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, какие города нам нужно снять в следующих сезонах терки, и до новых встреч!